Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Месяц ноябрь. Давайте посмотрим, что судьба вам готовит в ноябре, какие события, ситуации, перемены идут в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие и любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Хороший знак. Просто замечательный. У вас тут цветок раскрывается. Причем цветок похож на лилию. Лилия — королевский цветок. Лилия мечты исполняет. Лилия жизнь и судьбу человека может поменять. Кто-то расцветет. У кого-то чудо случится, у кого-то слава, популярность придет, ну а кто-то исполнит самую заветную мечту. Неважно, с чем связано, с любовью, с карьерой. Вам лилия прям по судьбе идет. Она лежит у вас в корне рисунка на линии жизни. А вот здесь, смотрите, счастливая женщина, счастливый мужчина. Причем мужчина справа, женщина слева. Друг друга обнимают, в глаза друг другу смотрят. Очень крутой знак, особенно для тех, кто ищет и хотел бы личного счастья. Может быть, вы уже вместе, может быть, вы любите и любимы, но отношения не строятся, либо стопорятся, либо есть какие-то помехи на пути к вашему счастью. Вы, как пара, стоите над лилией. Очень замечательный знак. У вас все изменится, у вас все улучшится. Кстати, если вы давно уже пара, то и беременность может наступить. Понимаете, беременность, которая все изменит к лучшему. Если вы давно в поиске отношений того самого, либо той самой идеальной женщины, идеального мужчины, то вот она, пара у меня перед вами. Вы точно своего человечка найдете, встретите, познакомитесь. Кто-то успеет и познакомиться, и начать общение, любовную связь, а у кого-то идет вот как знакомство. Да? Знакомство произойдет, ну а дальше события будут развиваться. Очень хороший знак. Если вы на расстоянии были с друг другом, вы начинаете сближаться, у кого-то даже, возможно, как и встреча произойдет, да? Вы путь найдете, либо к вам путь найдут. Хороший знак, очень хороший. Но пара счастливая. Особенно подкупает то, что мужчина с правой стороны, а женщина с левой. Это очень правильная позиция, потому что правая сторона — это ответственность. Мужчина берет на себя ответственность. Мужчина ведет себя, ну вот как положено, да, по-мужски. Проявляет инициативу, решает проблемы, берет все на себя. А женщина просто наслаждается этим моментом, этим процессом. Она доверяет своему мужчине, и она счастлива рядом с ним. Также, мои хорошие, у женщины за спиной показан месяц. Месяц — это знак интуиции, магии, эзотерики. Очень много снов вам будет сниться, очень много будет предчувствий, ощущений. Будут происходить необъяснимые вещи. Вещи, от которых вы будете иногда даже немножечко переживать. Да? Как бы интуиция просыпается, дар открывается. Не все так просто. Мои хорошие, верьте себе. Верьте тому, что к вам идет, входит в вашу жизнь, той информации верьте. И, пожалуйста, этим пользуйтесь. Пользуйтесь не только для себя, но и для других. У мужчины немножко другая картинка. Здесь мужчина поймает свою волну. Поймать свою волну, это значит быть на высоте, значит быть видным, значимым, активным, тем, кому конкуренты не страшны. Да? Потому что вы на волне, вы обуздали эту волну, оседлали ее. И волна со страшной силой мчит вас к вашей цели, к вашему успеху. Дорогие мужчины, вам быть успешным в этом месяце. Найдете, поймаете свою волну и на ней прям до цели с ветерком
доедете. Очень хорошо для тех, кто ищет работу, для тех, кто ищет выгодные контракты, для тех, кто хочет действительно прям заработать, да, получить, прославиться. Да, очень хорошо волна эта проиграется. Так, дальше. Кого-то вы за шею возьмете. Причем, ну, вот как схватили за шею и очень крепко сжимаете. Там человек от вас такого не ждет и не будет ждать, если честно, будет в панике и в шоке. И мне кажется, что вы возьмете за шею своего врага, либо недоброжелателя, либо того, кто пытается вам на голову сесть. Вы терпеть не будете. Вас доведут до такого состояния, что вы, будучи мирным, открытым, теплым, добрым человеком, схватите за шею. Очень сильно напугаете этого своего недоброжелателя. И знаете, тут еще такой момент показан, что другие люди ведь тоже рядом будут и будут наблюдать, будут об этом знать. То есть одному достанется, зато другие опомнятся, в себя придут. Либо отступят от своих каких-то негативных действий, планов и прочего, ну, такого нехорошего. Может быть, у вас не один недоброжелатель, но какого-то одного прям за шею схватите и остановите, очень сильно напугаете. Прям сильно показали. Дальше, мои хорошие, с правой стороны. Ну, не знаю, как вам об этом сказать, но похоже, что вы наконец-таки на ноги становитесь. Да, может быть, вы сидели, лежали. Разные в жизни бывают ситуации, да, тяжело было, невозможно было встать, сил не хватало, да, помощи не было. Но теперь вы как будто бы встаете, и с каждым движением у вас прям прилив сил происходит. Уверенность в себе идет, прилив сил, вы чувствуете свою энергию, вы понимаете, что вы все можете, что вот оно ваше время, да, встать и бежать, ну, либо хотя бы идти, быстро идти туда, куда вам, ну, как по судьбе, где вам хорошо, где вы сможете себя проявить. Может быть, в прямом смысле слова, да, из-за состояния здоровья вы по большей части лежали, сидели, лежали, там из дома не выходили. Может быть, так случилось в вашей жизни, что, ну, вот сама жизнь, да, либо враги, недоброжелатели вас на колени поставили. Но, тем не менее, я вижу, что вы встаете. И сначала первые шаги будут немножко неуверенные, но чем дальше, тем больше. И сила поступает, вы ее ощущаете. Вы понимаете, что вы можете все, что период заката, ожидания, либо ночи закончился, что впереди новый светлый день, вы видите этот рассвет, вы к нему идете. Хороший очень сильный знак. И еще, мои хорошие, показано, что вы кому-то одному будете помогать, но при этом какие-то два человека помогают вам. Да? Вы помогаете одному, но два помогают вам. Но вы одному будете помогать достаточно много. Финансово, эмпатически, эмоционально. Что-то делать будете для этого человека. Помощь любая может быть, но вы прям помогаете, конкретно помогаете, вы по-другому поступить не можете. Но и в то же время вам два человека помогают. Причем помогают они с разных сторон. Может быть, там один человек на работе помогает, другой там дома по соседству. Но помощь будет и вам, и вы кому-то будете помогать. Нет, вы в минус не уйдете, наоборот. Тут как цепочка добра, и она циркулирует. Хороший знак. И тот, кстати, кому вы будете помогать, это очень благодарный человек. То, что вы для этого человека делаете, человек запомнит навсегда, расскажет своим близким. И этот человек вас будет благодарить. Вот сколько живет, столько и будет благодарить. Он действительно умеет благодарить. Вот. Ну а те, кто вам помогают, вы их не просите, они сами вам помогают. Они считают важным и нужным вам помочь, не могут пройти мимо. Либо вы настолько для них важны и интересны, что они решили вам помочь. Ну, два человека помогают. Дальше, мои хорошие, какое-то праздничное мероприятие у вас будет. Событие, мероприятие, может быть, день рождения у вас, либо у ваших близких. Может быть, это какой-то корпоратив, чья-то свадьба. Что-то такое, знаете, вот с праздником мне идет. Знаете, хорошее событие, и на этом событии вы будете самой яркой звездой, вы будете там блистать.
все взоры, все взгляды будут прикованы к вам. И после этого события очень много разговоров пойдет. Вас там, наверное, со всеми переженят, либо ко всем в кровать уложат. Ну, прям будут о вас говорить. Окружение будет прям гудеть по поводу вас, потому что действительно вы сногсшибательно оденетесь, будете выглядеть да так, что там женщины у всех лицо перекосят, а мужчины все как лампочки будут сиять. Ну, потому что такая красотка, каждый захочет вас привлечь к себе. Так прям фурор произведете на этом мероприятии. Ну и мероприятие вам тоже надолго запомнится, потому что столько внимания вы еще в своей жизни не получали к своей скромной персоне. Да, интересно. Много разговоров будет ходить. Дальше. Я вижу, что вы что-то в доме будете делать. В доме, дома, для дома. Да? Кто-то, может быть, мелкий ремонтик сделает, кто-то новую мебель купит. Ну, либо, там, не знаю, обновить шторы, там, занавески, обновить какую-то технику. Что-то вы будете делать. И это вам радость приносит. Радость, уют, да, делает ваш дом более уютным. У вас на это средства будут, да, средства. И не такие, что, ой, надо экономить, ужиматься, а так, что вот я куплю самое лучшее, потому что я покупаю для себя, для семьи, для дома, да, вот такой момент. Кстати, по поводу денег. Я вижу, что в начале месяца и под конец месяца у вас две суммы. Две суммы. На работе близкие, да, любимые люди. Может, вы и сами дважды заработаете. Но вот две суммы к вам приходят в жизнь. Ну и расходы тоже будут. Да? Расходы, которые вы можете себе позволить, вы можете их оплатить. Дальше. Где-то к середине месяца в вашу жизнь ворвется какое-то просто оголделое предложение. От этого предложения у вас глаза просияют. Что-то будут предлагать такое, о чем вы мечтали, хотели, как очень хотелось, но не верилось, что это случится. Вариант такой, что вы сразу прям влюбляетесь в этот вариант и такая, да, конечно, да, я хочу, я буду, запишите меня, что куда платить, я беру. Вот такое предложение. Не могу сказать, кто предлагает, но этот человек честно вам предлагает. Может, человек вам обещал, либо сказал, что если будет какая-то возможность, да, либо что-то будет, я тебе сразу скажу. И прям так и поступит. Честный человек. С таким нужно иметь дела. И можно, и нужно, и важно именно с таким иметь дела. Но вот предложение на миллион. Предложение, в которое вы просто влюбляетесь. Одно только вот предложение уже счастье вам приносит. А если получить, да, вот то, что вам предлагают, иметь это, представляете, какое счастье будет? Так, и еще под конец месяца я вижу, что вы к чему-то готовиться начнете. Не могу сказать к чему, потому что вы все слишком разные, но вы начнете готовиться, и у вас, опять же, глаза сияют. То есть это что-то, скорее всего, хорошее, либо очень важное для вас. И вы будете к этому готовиться заранее, прям сильно заранее будете готовиться. Ну, потому что вам это радость приносит. Да, вот ощущение, что вот-вот там что-то случится, да, либо я там готовлюсь к поездке, к отъезду, к переезду, да, к покупке. Прям глаза сияют, приятно вам будет это все. Еще показано, что вы что-то будете раздавать и отдавать. Может быть, какие-то старые вещи, может быть, помощь кому-то будете давать, раздавать. Что-то даете, раздаете. Как будто бы от чего-то ненужного избавляетесь. Ну, либо какую-то важную работу проводите, тоже может быть, да? Важная работа, кому-то помочь, что-то сделать, отдать. Вы знаете, то, что вы отдадите в ноябре, оно к вам сторицей вернется. Ну, понятно, что не те же самые там вещи, либо что вы там будете раздавать, но тем не менее, вот, допустим, вот пример, да, обычный пример. Вот у меня есть там, не знаю, старая ручка, я ее кому-то даю. Кому она нужна? А мне потом Вселенная вернет 3 таких ручки. Либо вернет что-то другое, что мне необходимо. Причем в каком-то размере, там, двойном, тройном размере. Вот как-то так мне идет. Буквально. Вот вы влево кидаете, а справа вам приходит. Причем вы влево кидаете что-то одно, а слева залетает 2-3.
2-3 предмета. Вот так мне идет. Очень интересная практика, очень интересная тема. Вы потом, если есть возможность, отпишитесь, как у вас это произошло. Либо отпишитесь, как произошло и что вы делали накануне. Возможно, вы какой-то обряд провели. И когда вы что-то ненужное отдаете, либо неважное, маловажное, то к вам возвращается в двойном, тройном размере что-то важное для вас. Почему-то мне кажется, что здесь без магии вообще не обошлось. Ну, а может быть, у вас такая энергетика, да? Когда вы щедры с кем-то, сама Вселенная щедра с вами. Тоже может быть. Большие деньги кому-то не придется платить. У вас почему-то вот какая-то тема больших денег, отдать большие деньги, заплатить большие деньги. Это очень дорого стоит. Прям, знаете, до мигрени аж ситуация доводит вас. Но вы об этом будете говорить, вы об этом будете думать, но по итогу вы никому ничего не отдадите. То есть не нужно будет отдавать большие деньги. Вот как-то так мне идет. Только не могу понять, что за большие деньги. Может, что-то оплатить, заплатить, выплатить. Не нужно будет это делать. Как отбой придет. Ну вот, типа, ситуация закрылась, никому ничего платить не надо. Либо решила все как-то по-другому, да, другим способом. Ваза. Ну, может быть, и не ваза, может, сосуд какой-то, да, но мне вообще на вазу похоже. Как будто бы в этой вазе, либо в этом сосуде очень много воды, и она прям разливаться начинает. Ну, обычно так показывают здоровье, состояние здоровья. Опять же, прилив сил так могут показать. Изменения к лучшему, то есть человек исцеляется, у человека здоровье налаживается, человеку легче, лучше, проще. Ну и также могут показать личные ощущения, эмоции, да, вот влюбленность, счастье, радость, да, через край, прям проливается вокруг вас. Ну, хороший знак, дай Боже. С левой стороны, то есть вы точно не ждете, но это будет. Дальше головы полетят. Но головы полетят тех, кто надо. Люди, которые давно уже отбились от реальности, либо потеряли связь с реальностью. Люди, которые прям зажрались, зазнались, считали, что у них там над головой никого нет, да? Что и закон им не закон, и высшие силы, и не высшие силы. Вот они сами себе, да, голова. Вот полетят их головы. Большие проблемы ждут этих людей. И эти проблемы, они не разрешаются. Вот они тяжелым бременем падают на этих людей, и уже как бы снять это бремя невозможно. Здесь не один человек, здесь много людей. И вот на них падает это все, сверху падает. Зажрались. Мне идет, что они зажрались. Вы же все делали правильно, вы честно жили, вы честно себя вели. Для вас время рассвета, для них время заката. Причем для вас постоянно будет вот рассвет, да, а для них постоянно будет закат. Время их прошло, ушло и больше никогда не вернется. И что бы они ни делали, они никогда не вернутся. А вы будете развиваться, вы дальше пойдете, вы выше сможете взобраться. А у них уже все, вечная тьма. Так мне идет. Очень много людей вот в этих проблемах так и останутся. Ну вот как-то меньше у вас конкурентов останется, как-то легче, проще все будет, интересней. Их время уйдет, а ваше время придет. Да, вот так правильно. Так, еще. Как-то странно показывают, что в костюме волка овца пряталась. В костюме волка овца. А может быть, человек был волком, но благодаря вам в овцу превратился. Ну, то есть здесь как бы идет именно, скорее всего, агрессивный, грозный, опасный, да, по отношению к другим. Но к вам очень добрый, милый, такой, знаете, пушистый человек. А может быть, человек действительно носил маску, да, маску такого грозного, брутального, агрессивного человека. Кажется, что очень добрый, милый и вполне себе комфортный. Как-то так мне идет. Для вас это шок, для вас это удивление. Вам сложно будет в это поверить. С недоверием будете относиться к этому человеку. И все время будете ждать подвоха. Но подвоха не будет, да, человек действительно очень мягкий и пушистый. Ну, по отношению к вам прям 100%. По отношению к другим, может, еще и волк, да, но к вам уже все. Либо благодаря тем чувствам, которые человек испытывает к вам, либо благодаря вашему
как участию в жизни этого человека такие перемены произошли. Но все-таки это хорошо, да, что уже не волк, но уже овца. Так как эта женщина дорогу к вашему дому забудет. Ну, либо к дому, либо к жизни, в жизнь вашу, да, забудет дорогу. Сейчас она постоянно трепет вам нервы, постоянно пытается вот что-то вот от вас там получить, добиться, вывести вас на эмоции. И она очень дурно на вас влияет в плане того, что ну, расшатывает вашу нервную систему, психику вашу рушит. Я вижу, что буквально с ней какая-то амнезия случится, да, она забудет и про вас, и про то, что она делала, и вообще не появится, не появится. Хороший на самом деле знак, но вы почему-то о ней думать будете. Либо вы будете все время готовы ее встретить и послать, но она не придет, она как будто бы забывает к вам дорогу. Какая-то негативная женщина. Дальше, мои хорошие, вот треугольник мне показывают. Треугольник либо любовный, либо семейный. Сразу хочу сказать, что мужчина встает на вашу сторону. Он буквально встает ну, впереди вас. То есть и удар берет на себя, и встает на вашу сторону. Вот. А та другая женщина там просто вот сидит на попе, вот так руки разводит и говорит: а мне что делать, да? Почему так все решил? Почему ты так выбрал? Для нее, конечно, это большое разочарование. Еще раз говорю, любовный треугольник, либо семейный треугольник. Дружеский еще может быть треугольник, да? На работе может быть там профессиональный треугольник. Цветы. У вас тут такой странный выбор для женщины идет. Либо цветы, либо грибы. И вам придется выбирать. Ну, девушки, тут уже, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Я так понимаю, что за девушкой может приударить сразу два мужчины. Либо предложение по душе и очень денежное предложение. И вам нужно будет выбирать, что деньги, либо радость. Ну, либо два партнера, один такой прямо для души, да, а другой с деньгами. И вам нужно будет выбирать. У вас это все с правой стороны, под крыльями ангела. То есть и то вам по судьбе. И только вы можете выбрать то, что вы хотите. Такой прям интересный выбор. Интересный. Аж голова закружится от этого выбора. Еще, мои хорошие, я вижу у вас какой-то счастливый случай. Но этот счастливый случай, он настолько внезапно войдет в вашу жизнь, что у вас аж дыхание перехватит. Счастливый случай с левой стороны. Даже не могу сказать, что это конкретно. Но вам этого не избежать. Счастливый случай. Счастливый случай, который все меняет. Либо расставляет по своим местам, либо настолько все меняет, что аж дыхание перехватывает. Но это именно счастливый случай. Счастливый случай поможет, спасет, все изменит. Ждите счастливого случая, мужчины и женщины. Я не могу сказать, в чем и как, но то, что это счастливый случай, это 100%. Дальше. Большая ворона хвоста лишится. Ну, вороны — это сплетники, это недобрые вестники. Хвоста лишится. В какую-то передрягу попадет. Ну, либо ответственность понесет, да, хвоста лишится. Вы давно этой вороне говорили, либо грозили, и вот оно произойдет. Да, ворона станет гораздо потише и поскромнее. Дальше. Два человека решат проблему, но эта проблема какая-то обоюдная, на двоих проблема. А может, как у вас с друг другом проблема. Вы ее решите. Каждый со своей стороны вы решите эту проблему. Период, когда не было понимания, либо были конфликты и ссоры, он у вас заканчивается. Заканчивается именно в ноябре. Именно в ноябре. Хороший знак. Змеи расползаются, буквально в спячку, да, впадают, расползаются в разные стороны. Что-то их напугает, что-то напугает плохих и агрессивных людей. Я не могу сказать, что это вы их напугаете, нет, потому что они в разные стороны расползаются. Что-то напугает, а может быть такая атмосфера будет, что змеи такие, лучше подальше держаться, да, и разбегутся. Может быть, в прямом смысле слова люди разъедутся, либо там, где вы работаете, да, там
какие-то люди будут увольняться с работы, там, с дома будут выезжать соседи, которые негативные были. Но змеи разбегаются в разные стороны. Очень хороший знак на самом деле. Так, с кем-то вы заключите сделку, причем сделку очень выгодную и для вас, и для того другого человека. Здесь прям и выгодно, и приятно, и эта сделка, она как будто бы в долгую. То есть это как подписанный контракт, договоренность, которая будет соблюдаться много-много там месяцев либо лет. Сейчас вы ничего про нее не знаете, про эту сделку. Там как-то очень быстро все случится, буквально там за 3-5 дней. Да, и предложение поступит, либо возможность появится, и вы документы подпишете, ну, либо просто по рукам ударите, но при этом будете очень честны с друг другом, и эту сделку будете воплощать, выполнять на протяжении, как я уже сказала, долгого времени. Так. Какой-то бюрократический момент, только не могу понять, что. Опять же, вы сейчас об этом не думаете, вы об этом не знаете. Но здесь именно вот какие-то документы, справки, разрешения, лицензии. Что-то нужно будет вам получить. И вы будете переживать. Но с другой стороны, я вижу, что все очень быстро случится. То есть вы так думаете: ой, это мне надо записаться, это на прием пойти, на поклон пойти, договориться, а вдруг не дадут, а вдруг там что-то потребуют с меня. Нет, все как-то случится там одним часом, одним днем, вообще без проблем. Вы так будете удивляться, будете думать: ничего себе, у нас бюрократические вопросы решаются так быстро, так легко, удивительно. Да, кто-то будет решать. Так, и еще вот доктора мне какого-то показывают, медицина, доктор. Целитель, может быть, экстрасенс, целитель, либо действительно человек, доктор, академик, может быть, кто-то с научной степенью, да. Вы знаете, я вижу, что вы будете преисполнены благодарности этому человеку. То ли этот человек за вас возьмется и начнет вас лечить, спасать, то ли этот человек будет лечить, спасать кого-то из ваших близких. И вы знаете, действительно умничка. Человек не только дело, но и слово. И этот человек действительно вот прям, ну, все, что можно, да, и нельзя, все сделает. Прям выложится на все 100 или на 1000. Прям будете благодарны. Вот это уже результат. Это уже вы можете сравнить до и после. Да, вы это ощущаете. Очень хороший знак. Но я вам так скажу, для этого человека самое главное — это то, что он помог. То, что он либо она вылечил. Вот это самое главное. Человек не ждет от вас какой-то сверхблагодарности, либо еще чего-то. Самое главное — это то, что помог, либо помогла. Хороший знак. Но еще мне показывают, что какое-то удивительное событие произойдет. Событие, которое никто не ждет, но которому все порадуются. Все, имеется в виду вы и ваши близкие, либо, в принципе, люди, которые вас окружают. Удивительное событие, которое просто врежется в память людей, и люди будут о нем часто вспоминать и говорить. Удивительное, чудесное, возможно. Ну, то, чего раньше не было, либо, в принципе, там давно не было. Такое событие еще показано. У вас просто от этих событий в какой-то момент ощущение головокружения проходит. Вы настолько эмоционально во все это вовлекаетесь, через себя пропускаете, и вот через эти положительные события вы как будто бы подзаряжаете свою внутреннюю батарейку. Да, вы все сильнее и сильнее становитесь. Хорошие на самом деле знаки. Ноябрь порадует. Последний месяц осени вас действительно порадует. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.